Что же касается Хасбулатова, выступающего в роли главного политического противника Ельцина сегодня, то на роль его главного конкурента на выборах завтра он едва ли сможет претендовать. По многим известным причинам. В том числе и потому, что даже противники президента морщатся, вспоминая историю разрыва Хасбулатова с Ельциным, с которым он еще недавно был по одну сторону баррикад, которого он защищал на съезде. Я, откровенно говоря, удивляюсь огромному мужеству председателя Верховного Совета, который просит от вас самый малый мизер. И никакие это не только не конституционные нарушения, но это вообще там, я не знаю, я бы не решился на то, чтобы взамен вот таких полномочий и прав, которых он просит от вас, брать на себя колоссальную ответственность за осуществление. Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но вот эти удивительные кадры, которые вы только что видели, это как будто хроника из альтернативной истории. Вот как бы было, если бы повернулось иначе, если бы не было никакой конфронтации властей. Но, впрочем, в нашей истории Хасбулатов с некоторых пор повторяет, что разочаровался в политике и собирается ее покинуть. Видимо, стремясь сохранить лицо, понимая, что шансов на успех на предстоящих выборах у него крайне мало. Причем не только на президентских, но и на парламентских. Во всяком случае, Хасбулатову едва ли удалось бы теперь выдвинуться в том же избирательном округе, где он был избран депутатом 3 года назад. Подробнее об этом в репортаже нашего специального корреспондента Сергея Егорова, который на днях побывал в Грозном. Грозненский университет. В свое время, около 3 лет назад, здесь выбирали Руслана Хасбулатова в народные депутаты РСФСР. Его кандидатуру выдвигали по 2 округам. Второй с центром в селе Старая Сунжа Грозненского района. Когда надо было решать, где баллотироваться, Руслан Имранович выбрал этот округ, 137-й национально-территориальный. Мы считали, что это именно тот человек, который может быть не просто депутатом, а даже и государственным деятелем. Он и у русских, у армян, у чеченцев, у евреев пользуется авторитетом в республике. Это вне всякого сомнения. Чеченский народ гордится тем, что из нашей среды вышел такой человек. Безусловно. Конечно. Безусловно. И этот человек находится во главе российского государства. Как же этим можно не гордиться? Мы гордимся этим. Безусловно. И вот за этот срок, как политический деятель, Руслан Имранович, безусловно, вырос. И можно считать фигурой политика мирового масштаба, я бы сказал. Имидж Хасбулатова, конечно, создается не совсем верный, в общем. Мы знаем, что ему приписывают и то, что он чуть ли не глава чеченской мафии, и то, что он новый Сталин в России. Лично, если говорить лично мое мнение, это человек, который просто-напросто считает, что это экономические реформы, которые якобы проводятся в России, они проводятся не в интересах народа. По моему глубокому убеждению, Хасбулатов представляет наиболее демократично настроенные слои России. Если русский народ понял бы, что он делает для русского народа, они стали бы действительно за Хасбулатова. Хасбулатов в российском парламенте и на мировой арене представляет и всюду проводит четко линию, направленную на защиту интересов великороссов. Он за единую неделимую Россию. Он очень пренебрежительно относится к национальным суверенитетам. Россия – это народы, а не только русский народ. С этим Хасбулатов считаться не собирается, хотя он и чеченец. Точно так же поступал в свое время Сталин с той же Грузией. Поэтому тут однозначно говорить, что вот Хасбулатов, он чеченец, он мафия. Нет, он не чеченец в этом смысле, он не мафия, он настоящий русский человек, который защищает Россию. Здесь, в университете, особенно среди преподавателей, весьма уважают Хасбулатова и гордятся им. Но в целом в Чечне существует большой разброс мнений на эту тему. Многие считают, что народные депутаты России, избиравшиеся на территории Чечни, должны сложить свои полномочия. Чеченский парламент еще в декабре 1991 года принял соответствующее постановление, согласно которому 7 народных депутатов России должны быть отозваны. Чечено-Ингушской республики образовалась Ингушская Чеченская республика. Это даже зафиксировано законом Российской Федерации. И вдруг депутаты от несуществующей республики находятся в Верховном Совете и на съезде. Это анахронизм.
Это нонсенс. Несмотря на серьезные разногласия между президентом и парламентом Чеченской Республики, по вопросу об отзыве депутатов их мнения совпадают. Кого сейчас представляет депутат Руслан Хасбулатов? Не знаю. Вот это надо спросить Верховный Совет России и российский народ. Кого он сейчас представляет? Это дело России, Российского Верховного Совета и его народа. Отсутствие четких, юридически оформленных отношений между Чечней и Россией так и не дает возможности окончательно ответить на вопрос, являются ли депутаты от Чечни политическими бомжами, как их окрестили недоброжелатели, или же они по праву и в полной мере представляют голосовавших когда-то за них избирателей. Сергей Егоров и Александр Красномовец из Чечни для программы «Итоги».